Манжиев Батыр Каруевич. Батыр Манжиевтен репертуарын эпикалык чыгармалар, элдик ырлар, алкыштар, баталар жана башка элдик чыгармалар түзөт. Таланттуу музыкант ар кандай музыкалык аспаптарды жогорку чеберчиликте ойнойт. Жаңгар эпосунун аткарылышы, белгилүү жаңгарчылардын эпикалык өнөрү, элдик рапсоддордун кийинки муундарын мындан аркы чыгармачылык процесске жана тарбиялоого шыктануу булагы болуп кызмат кылат. Калмак Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген кызматкер. Манжиев Батыр Каруевич. В репертуаре Манжиева эпические произведения, народные песни, макталы, благопожелания и другие произведения народного творчества. Талантливый музыкант виртуозно владеет игрой на различных музыкальных инструментах. Исполнение песен эпоса «Джангар», эпическое искусство известных джангарчи, служит источником вдохновения для дальнейшего творческого процесса и воспитания последующих поколений народных рапсодов. Заслуженный работник культуры Республики Калмыкия. Солнечной Калмыкии, маленькой республики Калмыкия. Всем присутствующим, как раз всем также хозяевам, большой привет. Сразу скажу, вот здесь было сказано, откуда возник эпос, возникает эпос. Но есть у нас, например, такая, брошюрка такая маленькая, сказание о Айратском Галтамашевском хане. И там вот действительно, я когда читал, я обнаружил вот здесь, где-то в те далекие времена, он среднего возраста мужчина, когда умер его, родные его похоронили его. Как у нас в Монголу, Айрату, то есть заворачивали и оставили себе этот труп. И спустя некоторое время, когда человек умирает, душа мы продаем в земле, душа, то есть, в небеса, восходит в небеса. А для этого должен быть, у нас, например, в Калмыкии есть 49 дней. В течение 49 дней душа должна витать. И вот одно прекрасное время, когда он достиг, сначала она попадает в Эрлихану. Да, нижний мир, как сегодня было сказано, да, три мира, да, существует, средний мир, который мы сейчас существуем. Когда он попал в подземное царство, мир хана Эрлихана, и вот когда он подошел его очередь, он подошел, и Эрлихан спросил у него, хан царства мертвых, подземного царства, сказал, ты что, почему явился сюда, тебе еще рано, мы тебя отсылаем назад в тот мир, где ты должен. И он сказал, ты должен быть глухонемым, и однажды осенью, в осеннее время, ночью, вечером подойдут те гости, там, и сказали ему, такие-то гости. И вот он, когда, конечно, родные, когда он вернулся назад в этот мир, родные, конечно, были удивлены, но его все равно приняли. И он был глухонемым, где-то делал в этом доме все услуги там, то, что нужно было. И когда в вечернее время пришли, ламы пришли туда, к ним к ним зашли, они ее приняли, их угостили, и перед тем, как ложиться спать, и ламы задали вопрос этому человеку, который вернулся с того света. И вот он, когда задали вопрос, что ты видел, когда ты был там, и он запел именно Джангар. И так есть версия такая, что так возродился на эпос Джангар. Вот. Это один из вариантов наших.
Ну, Талантал, вот я скажу, действительно спасибо, действительно. Есть, он создал такую организацию, международную организацию сказителей эпоса, да, и посоветовал. То есть сказители, да. И посоветую. Но вот я слушал, вот я думаю, те далекие предки наши, еще, может быть, несколько сотен лет, может быть, тысячи лет, они предвидели, возможно, и поэтому нам дали эпос, создали такой эпос. Мы могли бы забыть свою культуру, действительно, придет время, когда человек, может быть, действительно забудет свою культуру, начинает традиции, обычаи забывать. А вот в эпосе, да, прочитал эпос, который спущено с небес нам. Они вот там все есть, действительно, все есть, весь быт, вся культура наша, действительно, всех народов. Вот я говорю, все эпосы одинаковые, но они спущены, действительно, как говорили, сверху богами спущены. Поэтому, я думаю, то, что эпос есть народу, надо ее действительно... Это вершина народного творчества, я уже как говорил, да, действительно. Потому что больше, выше эпоса у нас нету ничего. У нас дома же, так, ученые говорят, вот действительно, это вершина народного творчества каждого народа. Эпос.